В начале своего выступления председатель правительства Зелимхан Евлоев отметил, что сегодняшний отчет является первым для нового состава правительства, которое приступило к работе осенью прошлого года и продолжило курс по обеспечению ускоренного социально-экономического развития республики, обозначенный главой 10 лет назад. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не позволило возникшим общественно-политическим сложностям отразиться на развитии нашего региона. В полном объеме исполнило социальные обязательства перед населением и обеспечила рост ключевых экономических показателей. Деятельность правительства в 2019 году и предстоящий период до 2024 года будет направлена на достижение целей, установленных указом президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Достижение цели будет обеспечиваться за счет участия в государственных программах Российской Федерации, реализации государственных программ республики и входящих в них федеральных, региональных проектов и иных мероприятий. Республика участвует в реализации 48 проектов, предусмотренных 12 национальных проектов. У нас подписано 30 финансовых и 38 нефинансовых соглашений о достижении результатов федеральных проектов. Финансовое обеспечение реализации указа в 2019 году составит свыше 5 миллиардов рублей. Зелимхан Евлоев в своем отчете затронул тему демографии. По его словам, Ингушетия очередной год демонстрирует один из самых успешных результатов в стране по демографическим показателям. Численность населения на 1 января 2019 года составила 497 тысяч человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом на 10 тысяч человек. Естественный прирост населения составил 13,2 на 1000 человек. В среднем по СКФО 6,8. По данному показателю у нас вторая позиция по округу. При этом нескольких лет подряд республика занимает первое место в Российской Федерации по показателю средней продолжительности жизни, которая составляет 81,6 года. В среднем по стране 72,7 года. В общей структуре населения доля лиц пожилого возраста составляет 12,6%, доля детского населения 32,1%, что на 10% больше, чем по стране. А Российская Федерация это 22,2%. При этом доля населения трудоспособного возраста составляет 58,4%. В рамках реализации национального проекта «Демография» региональный проект «Старшее поколение» в целях оказания системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения предусматривается строительство следующих социальных объектов. Республиканский реабилитационный центр для инвалидов в сельском поселении Алиюрт. 5 комплексных однотипных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов вместимостью 50 мест, привязанных к каждому району в сельских поселениях Кантышево, Нестеровское, Жайрах, в городах Назрани и Малгобеке. Стационарный корпус социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов, дом ветеранов в сельском поселении Сурхахи. Кроме того, в прошлом году из резервного фонда правительства Российской Федерации привлечены средства на строительство психоневрологического интерната в городе Малгобеке, ввод которого запланирован в текущем году. Планируется, что до 2024 года инфраструктура социального обслуживания увеличится в 7 раз. По линии здравоохранения также хорошие показатели, подчеркивает председатель правительства. По его словам, в республике низкий уровень общей смертности населения, который составляет 3,1 на 1000 человек населения. При этом в среднем по стране он составляет 12,4, по округу 7,3. Динамика по показателям смертности по основным классам причин сложилась следующим образом. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 9%. Смертность от новообразований снизилась на 0,4%. Смертность от туберкулеза снизилась на 20%. Смертность от дорожно-транспортных происшествий выросла, к сожалению, на 6%, но при этом показатель ниже планового установлен в дорожной карте на 18%. Хочу подчеркнуть, что все обозначенные показатели ниже соответствующих показателей по Российской Федерации и СКФО.
Младенческая смертность достигла своего минимума и составила 6,2 случая на 1000 родившихся живыми, что ниже уровня 2017 года на 14%. За 5 лет показатель младенческой смертности снизился 2,4 раза. Вместе с тем, в среднем по Российской Федерации показатель ниже на уровне 5,1 случая. В 2024 году в соответствии с майским указом президента нам необходимо снизить показатель до 4,5 случая. Что же касается системы образования республики, то она представлена 129 школами, 72 детскими садами и 15 организациями среднего профессионального образования. Из общего числа функционирующих школ в двухсменном режиме обучение проводится в 70, в односменном в 59. В отчетном году введены в эксплуатацию 6 школ на 4900 ученических мест. Это 3 школы в городе Назрани, 2 в Малгобеке и школа в Карабулаке. До конца текущего года планируется открытие школы в сельском поселении Кантышево на 540 мест. Также по национальному проекту образования в 2019 году выделены субсидии на строительство корпуса на 250 мест для школы в сельском поселении Яндари. В рамках национального проекта «Современная школа» до 2021 года планируется строительство 12 общеобразовательных организаций на 8600 ученических мест, в том числе 3 в городе Назрани, городах Сунже и Карабулаке, в сельских поселениях Верхние Очулуки, Средние Очулуки, Инарки, Троицкая, Барсуки и Кажево, Яндари. 3 школы предусмотрены к вводу в 2019 году. В результате реализации запланированных мероприятий общее количество школ увеличится до 141. Обучение в одну смену будет вестись в 86 школах, 2 смены в 55. Что же касается направления экологии, то в 2018 году была продолжена работа по улучшению экологического состояния субъекта. Хотя уже на сегодняшний день республика в официальных рейтингах экологического состояния региона в России занимает лидирующие позиции, подчеркнул премьер-министр. По его словам, большой объем мероприятий проводится по созданию условий безопасного обращения с отходами. За счет внебюджетных источников в рамках инвестиционного проекта построен и зарегистрирован в Федеральном реестре первый полигон твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным комплексом в сельском поселении Нестеровское. В рамках национального проекта «Экология» в текущем году будет начато строительство объектов обработки и утилизации отходов, в том числе мусоросортировочного комплекса в городе Малгобеке, а также комплексов по переработке твердого пластика в сельском поселении Нестеровское. Также будут ликвидированы крупные свалки в городе Назрани и сельском поселении Нестеровское. А в 2020-2021 годах свалки в городе Карабулаке и Малгобеке. Реализация данных мероприятий позволит качественно улучшить экологическое состояние нашего региона и восстановить земельные участки на площади более 52 гектаров. Остальные имеющиеся 13 старых мусорных свалок также будут подготовлены для включения в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба. В результате совместной работы, проводимой Минприроды Ингушетии, правоохранительными органами, администрациями городов и районов, населением, попытки незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых оперативно выявляется и пресекается. Проведена масштабная экопросветительская работа с максимальным вовлечением населения в решение экологических проблем, результатом которой является 3-я подряд победа крупнейшей экологической акции в стране «Вода России», лидирующая позиция проведения всероссийских экологических субботников «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». В официальном докладе Минприроды России республика признана регионом, оказывающим наименьший экологический вред стране. Безопасные и качественные автомобильные дороги – одно из важнейших направлений в республике, подчеркивает Зелимхан Евлоев. По его словам, на развитие дорожного комплекса в отчетном году направлено свыше 760 миллионов рублей. Общая протяженность введенных в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции в отчетном году составила 33 километра. Удельный вес автодорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составил около 30%. За 5 лет этот показатель снизился на 5%. В 2019 году запланированы работы на 12 объектах. В рамках исполнения национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Предусмотрены к реализации до 2024 года региональные проекты «Дорожная сеть» и общесистемные меры развития дорожного хозяйства. В рамках реализации проекта «Дорожная сеть» планируется финансовое обеспечение, составляющее 1,8 миллиарда рублей в целях достижения в 2024 году следующих целевых показателей. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, их общей протяженности не менее чем до 70%. Снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, аварийно-опасного участка имеется в виду, на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 годом. По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» планируется размещение одного автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге федерального значения 2024 год. Внедрение первой интеллектуальной транспортной системы 2024 год. Увеличение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения до 211% в 2024 году от базового количества 2017 года. Ведутся работы по реконструкции участка федеральной автомагистрали «Кавказ», проходящего по территории республики. Уважаемые депутаты, вы все это видите, какими темпами эти работы идут, глаз радуется. Всего на проведение строительно-монтажных работ предусмотрено 8,7 миллиарда рублей, освоено 1,3 миллиарда рублей. Планируемое освоение средств до конца 2019 года составляет 4 миллиарда рублей или 46% от общего предусмотренного лимита. На объекте выполнены подготовительные работы, переустройство линий связи, в том числе волоконно-оптического кабеля. Уложено 2 слоя асфальтобетона протяженностью 13,2 километра. Юнусбек Евкуров в ходе обсуждения документа отметил, что за прошедший период региональный Кабмин выполнил все стоящие перед ним задачи, несмотря на их сложность. По его словам, в 2019 году и в предстоящий период до 2024 года правительству необходимо сосредоточить работу на приоритетных направлениях, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о национальных проектах, и представители всех ветвей власти должны консолидировать усилия, чтобы достичь целевых показателей. Всего республика участвует в реализации 47 федеральных проектов, представленных в составе 12 национальных проектов. Буквально на днях президент Владимир Владимирович Путин призвал жителей парламентариев активно укреплять обратную связь с институтами гражданского общества, чтобы оперативно вносить коррективы в свою работу. Это то, что мы сегодня обсуждали. Парламентарии на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом. В ходе реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание. Масштабный проект – это вот национальный проект, прошу меня так понимать. Нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на практической жизни и вовремя какие-то коррективы вносить в практическую работу. Это когда вопросы, к ним относятся. Эффективность вкладывания средств. Чтобы у нас всегда было так, если мы построили в этом году с помощью, в том числе фонда солидарности, на 24 неимущим дали жилье, то мы в процентном соотношении должны увидеть, что ветхое жилье снизилось с этого на это. Мы построили на это отдали. Так нет. То же самое во всех цифрах. Цифрами должны это показать. Если мы делаем масштабный проект, а цифры остаются одни, тогда не в ту сторону. Это тоже хотел бы внимания. Также руководитель региона сделал акцент на качественном исполнении таких федеральных поручений, как завершение реконструкции федеральной трассы, строительство многопрофильной больницы и первого в республике футбольного стадиона, реализация программы «Чистая вода», полная газификация населенных пунктов. В ходе встречи Юнусбек Евкуров также ответил на интересующие депутатов вопросы. Касались они различных сфер жизни региона. Так депутат Бейал Евлоев интересовался работой исполнительной власти в вопросе обеспечения продовольственной безопасности и улучшения качества жизни. Чтобы вы понимали, не я рисую потребительскую картину, не я рисую цифры по прожиточному минимуму, по доходам, по расходам, по росту, по условиям жизни. Это Росстат цифры. Тут никуда не денешься. Если мы смотрим по стат-данным, да,
Северо-Кавказский регион, вы правы, Северо-Кавказский регион намного уступает по заработной плате, чем среди чиновничьих аппарата, чем в среднем по России, по зарплате. А Республика Ингушетия, чьих чиновников мы генетически пытаемся ненавидеть, на последнем месте в этом плане. В том числе и зарплаты депутатского корпуса. Мы не от хорошей жизни решили когда-то перейти на оплачивание или не оплачивание депутатов. В том числе, чтобы это было понятно. Насчет нищих и обездоленных, роста или там прочее, у нас с каждым годом снижение в этом плане тоже вопрос. Снижение. И по-другому быть не может, товарищи. Почему? Потому что у нас социально-экономическое развитие ВЦП прошло хорошо. У нас строительство многих социальных и других экономически важных объектов. И, вот это, и в том числе жилье для вынужденных переселенцев, поздновиков. Это как раз есть улучшение жизни человека. Вот эти деньги, которые вкладываются, да, он может в карман не получил 10 тысяч долларов вместе с квартирой, но он жилье получил. И он уже не работает на то, чтобы снимать жилье. И это не один человек. Это тысячи семей. И, конечно, у этих семей деньги, которые они раньше вкладывали в съем жилья или еще куда-то, они идут на личный доход. Так нет. Конечно, из этого идет рост. Именно улучшение жизни населения. Это стартап есть. Вот те вопросы, которые есть сегодня, спокойно вам ответить. И вы тогда видели, даже не просто пригласить, а чтобы вам сюда присылали бюллетень статистический. Раз в месяц он ко мне приходит. Я его читаю. Это было полезно для всех. По крайней мере, хотя бы в части, касающейся по своим комитетам, посмотреть, где мы на каком месте находимся. Потому что социальный блок, здравоохранение и так далее. Конечно, идет рост. И было бы удивительно, если бы при таких вложениях не было бы роста качества улучшения жизни. Руководители министерств и ведомств, в свою очередь, рассказали о планах на текущий год, а также о задачах, поставленных председателем правительства. Предстоящая работа, то, что запланировано, у нас сейчас будет проводиться уже в свете майского указа главы государства и тех задач, поставленных в рамках национальных проектов, тех подписанных соглашений с Республикой Ингушетия о достижении тех или иных показателей. Мы в части природоохранной деятельности участвуем практически во всех федеральных проектах. Очень существенная поддержка оказана при защите всех объектов, большой объем объектов, мероприятий в сфере улучшения экологического состояния, в сфере улучшения развития лесного хозяйства, водных ресурсов. В общем, этот год у нас очень насыщен. На следующий год постараемся еще больше мероприятий и больше охватить всех проблем. Знаете, о своем отчете за 2018 год председатель правительства обозначил те позитивные направления. Министерство спорта республики, число занимающихся спортом у нас увеличилось с 16,1% до 21,6%, более 5%. У нас есть динамика в этом направлении. В связи с нацпроектами мы должны довести эти цифры до 2024 года. 55% число занимающихся спортом. Что для этого надо сделать? Надо, во-первых, нам надо открывать спортивные объекты. Если говорить о обеспеченности спортивными объектами, то Республика Ингушетия занимает одно из последних мест на юге России. Это дело в том, что республика у нас молодая, мы только строимся, только те регионы, которые уже объекты построены 20-30 лет назад, мы только их догоняем. Но с этим нацпроектом мы заложили более 64 спортивных объекта до 2024 года. Если нам удастся реализовать этот проект, мы не то что догоним, будем ровно идти с другими объектами. Действительно, по докладу председателя правительства было озвучено большие задачи, проделана работа, особенно по нацпроектам, по улучшению и жилья, и другие направления. В сельском хозяйстве у нас повышение продукции 109,7%, более 10 миллиардов 300 миллионов выручка у нас реализована продукции. То есть была большая задача по сельскому хозяйству.
Все индикаторы мы выполнили. В 2018 не было никаких проблем. То есть была очень сложная задача, но это мы выполнили. И задача до 2019 года еще сложнее. Мы в этом году планируем больше от 5 до 10% увеличить продукции. В связи с этим поступают федеральные средства и местные бюджеты. И везде нас поддержал и парламент, и Минфин, и правительство, и глава особенно нам поставил задачу. Мы это выполняем и будем выполнять достойно. Я думаю, в этом году намного лучше у нас будет показатели. Увеличение количества мест в наших школах, сокращение очередности в детские сады, а затем и ликвидация очереди в детские сады, внедрение цифровых технологий в наши школы и в детские сады в том числе, это является важнейшей приоритетной задачей руководства республики. И сегодня в отчете более чем красноречиво, аргументированно и обоснованно об этом председатель сказал. То количество школ, которые мы построили за отчетный период, это 3 школы, 6 детских садов, ярко этому свидетельствует. В завершении своего выступления председатель правительства отметил, что оценивает работу органов исполнительной власти республики положительно. По его словам, год прошел продуктивно и есть хорошая динамика как в экономике, так и в социальной сфере. Премьер-министр подчеркнул, что перед правительством стоит стратегическая задача, закрепленная в майском указе президента России, а именно осуществление научно-технологического и социально-экономического развития, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания, а также возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24.